эфире «7 дней плюс». Что не хватает современной российской литературе, почему она кажется оторванной от обыденной жизни, кто такие интернет-писатели, стоит ли им доверять? Эти и другие вопросы сегодня обсуждаем с писателем Дмитрием Дергачевым. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, давайте сразу вот немножко расскажите о себе, да, не все вас знают. Ну, знакомьте нас, да, с вашей биографией. Мы знаем, что вы долгое время жили в Германии, основали там какое-то издательство, потом вернулись. В период СВО, когда все, наоборот, уезжали из России, вы вернулись. Расскажите, почему так произошло? Ну, я родился в Казани, вырос в Казани, получил здесь первое высшее, потом уехал в Германию, когда закончил, это было начало 2000-х, по личным причинам, то есть у меня не сказал бы, что было какое-то желание за границу уехать. Был интерес, наверное, да, пожить там год-два, но у меня не было такой цели уехать из России, да. Вот. Ну, потом одно за другое, второе высшее я там получил, работал дизайнером, потом мы основали издательство с товарищем нашим. У нас специализация культура, литература из пространства бывшего Советского Союза и Восточной Европы, то есть на чем мы специализируемся. Вот, и издательство пошло в гору, мы получили за последние годы 3 премии. Наше издательство, 2 премии немецких издателей и 1 премию берлинских издателей. Или наоборот, 2 берлинских, 1 немецкую, я сейчас забыл. Вот. Почему я вернулся? Вернулся, потому что мне там было просто скучно жить, и мне не хватало русского языка. Да? Я давно, в общем-то, планировал, и то, что мое возвращение, оно с СВО никак не связано, вот, по большому счету. Просто ну, не страшно было, да, возвращаться? Мне нет, мне в России очень хорошо, мне тут все нравится, я рад, что я здесь. Вот. Чем-то отличается вот работа, допустим, с писателями в Берлине и здесь? Ну, как-то отличается там, допустим, тот же литература, издательство, работа с издателями? Ну, в плане работы для меня ничего не поменялось. Мы как работали с русскими писателями, да, и с русскими там какими-то авторами теоретических текстов, так и продолжаем работать. То есть в этом плане никакой разницы. То есть вы работали с русскими писателями в Германии? В основном, да. Да, не в Германии, а с русскими писателями вообще в целом. Они могут жить где угодно. Вот, и в России, там, и в Таиланде, неважно. Вот, но они в основном все русскоязычные. Вот, мы все переводим на немецкий. Ну, давайте немножко о современной, да, российской литературе вспомним, да? Давайте. Да, у меня был такой вопрос, да, вот по поводу того, что нашей москвоцентричности, да, такой в стране, когда все крупные издательства и премии, да, основные, они все у нас проходят в столице России, да, все сосредоточено там, все плюшки там, да, и вот как вы думаете, почему так происходит, да, и можно ли с этим бороться, и как вот вообще к этому относитесь, не обидно ли? Вот вы почему-то не в Москве, вы в Казань вернулись. Я понимаю, что вы родом отсюда, но тем не менее. Ну, Москва очень красивый город, но что там делать-то? Это город, который, во-первых, как фильм «Брат» получается, да, вытягивает из тебя, во-первых, все силы. То есть мне в Москве жить не нравится, я там устаю очень сильно. Вот, хотя это действительно прекрасный город, один из лучших вообще городов мира, вот, на мой взгляд. Ну, а то, что там находятся все премии, издательства и так далее, ну, это наследие, так сказать, Советского Союза, да, до Октябрьского переворота такого не было. То есть центром был, во-первых, Петербург, он по-прежнему центром остается и так далее. Вот, а что касается, допустим, издательств, то в Москве какие издательства? Там много мейнстрима всякого, да. Мейнстрим, ну, это по большому счету не очень интересно. И есть немало издательств региональных, которые издают действительно достойную литературу, да, какой-нибудь Грундрисе в Екатеринбурге, Татлин, там же, Черная сотня в Нижнем Новгороде, Смена в Казани, тоже прекрасное издательство, они издали вот книгу Кричевского, например, летом, там про дизайн. Да, Кричевский это... В Казани вот у нас, ну понятно, вот вы Смена назвали, кому нужно обратиться, допустим, к какому-нибудь молодому современному писателю, да, чтобы, допустим, в Татарстане его издали? Кому обратиться? Да, что ему надо делать, да. Ну, он может просто... Есть у нас что-то в Татарстане достойное? Ну, я не знаю, я, честно говоря, современную литературу не особо читаю.
Вот. Возможно, есть, но человек, который пишет, он в любом случае, думаю, может обратиться к Кириллу Маевскому, который в смене там рулит, что называется. И если это достойный, качественный текст, то у него вполне есть шансы на издание, я думаю. Ну что сейчас вообще происходит в современной литературе? Как вы думаете, да? Я уже вижу ваш снобизм, да, по этому поводу. Но вот писательство, оно стало такой популярной деятельностью в последнее время, такая модная, трендовая, да, социальные сети вот включаются в это. То есть каждый второй у нас писатель. И их, наверное, даже больше, чем читателей уже, этих писателей. Как вы думаете, эта вот массовость, она губительна для литературы в целом, для искусства? Ну, начнем с того, что литературы как таковой качественной в современном мире все равно нет. Поэтому губительным то, что пишут люди там условно в блогах и так далее, оно быть не может. Да? И это все найдет своего читателя так же, как и раньше была там какая-то бульварная литература, которая находила своего читателя. И это вот то, что пишут в блогах, это тоже определенная ниша, которая всегда найдет благодарного какого-то человека, который все это будет то есть нет, тратить на это свое время. У нас нет качественной литературы. Ну, я считаю, что нет. Вот. То есть последний русский роман, который действительно настоящая литература, это «Между собакой и волком» Саши Соколова, 1980 год. У нас уже 44 года, 43 года нет ни одного достойного текста. Почему? Как вы думаете, почему так происходит? С чем это связано? Время поменялось, но время всегда, как говорится, одно и то же. Декорации просто меняются. Тут сложно сказать. Не знаю, может быть, просто будучи современником, да, вот тех, кто сейчас пишет эти тексты, они лично мной не воспринимаются как что-то достойное. Может быть, пройдет время, допустим, лет через 50 эти тексты тоже окажутся действительно настоящей высокой литературой. Вот. А что плохого в современных текстах? Вот, ну, вот вы, то, что вот вы читаете, вы говорите, ну, вы как-то оцените, что это недостойно, да, литературы? Это не то, что недостойная литература. Литература, она может быть разной. Да? Тут нельзя говорить достойно, недостойно. Это просто по гамбургскому счету это не уровень. А вот. Чего не хватает? Стиля, в первую очередь. Не знаю, мысли, наверное, тоже не хватает. Это все как-то не плоско, но это как китайская копия настоящей литературы. Вроде оно и есть, да, вроде это там какой-нибудь условный там Луи, прости господи, Вуттон, а на самом деле нет. На самом деле это вот ширпотреб с рынка. Вот. То есть гении больше не рождаются, мы так поняли? Может быть, и рождаются, но они там прозябают в каком-нибудь условном Козьмодемьянске, да, и никто о них не знает. Ну, вот. Ну, раз уж мы вот перешли, да, к социальным сетям, которые сейчас активно писатель может себя пиарить, в принципе, да, через такой вот инструмент. У нас много таких вот интернет-писателей, так называемых, которые вышли из социальных сетей, да. Ну, это, знаете, вот напоминает такое, как вот баснописцы были в каждом селе в какой-то степени, вот они описывали. Как вы относитесь к такому явлению? Ну, смотрите, в свое время был живой журнал, да, да. Там, условно, 15 лет назад. Было очень увлекательно. Там были очень интересные блоги. Например, оттуда вышел покойный ныне Слава С., да, который в Прибалтике жил. Он же начинал именно как блогер, и в итоге у него там вышло немало, несколько, ну, штуки 4-5, по-моему, печатных книг. Да, и в целом вот этот весь сегмент он дает как интересные имена, так и какую-то проходную, в кавычках, литературу, которую тоже печатают, допустим, да, тоже есть какие-то там другие авторы менее интересные, на мой взгляд, которые вышли именно вот, ну, из живого журнала, допустим, да. И в то же время в живом журнале осталось много вещей, о которых знают там единицы. То есть там был такой персонаж, он, по-моему, был болен шизофренией, и он вел вот такой дневник. Такая очень сухая какая-то проза у него, оттуда пошло выражение «такой день». Вот. Это тоже было очень увлекательно читать, например. Намного увлекательнее, чем Гришковца какого-нибудь, например. Сейчас камень в огород Гришковца. Ну, упаси Бог. А кого вы считаете, ну, например, еще назовите, скажем так, переоцененных?
Переоцененных. Дмитрий Львович Быков, например, переоцененный писатель, на мой взгляд. Надеюсь, что мне не прилетит какой-нибудь камень. Я у него училась, и мне как-то сейчас немножко неловко. Ну, ничего страшного. Ну, слушайте, а вам не нравится проза, поэзия тоже не нравится, да, у Быкова? Нет. Ну, это мое мнение. Оно ведь я его никому не навязываю. То есть кому-то, может быть, нравится. А вы считаете, что он как-то слишком демонстративен, что... Я просто не считаю это хорошей литературой. И вот. Но люди же разные, да. Был, например, такой писатель Крестовский, который написал «Петербургские трущобы». Это же тоже с точки зрения, если рассматривать это в контексте русской классики, текста так себе. Это, ну, настоящее бульварное чтиво. Но это все равно интересно, увлекательно, это находит своего читателя, несмотря на то, что там столько времени прошло и так далее. И с Быковым то же самое. Он находит своего читателя, которому это интересно, он его читает. Потому что в литературе нет никакого «должен». То есть человек написал текст, этот текст обязательно найдет своего благодарного читателя. То есть вы, в принципе, не против, что вот есть какой-то писатель, которого вы не считаете писателем? Да, почему я должен быть против? Ну, все равно, как экспертное мнение ваше интересно, все равно субъективное. Не кажется ли вам, что вот вы считаете, допустим, это некачественная литература, что это в том числе порождает, ну, скажем так, ширпотреб, может быть, да, там, что наше искусство умирает таким образом, когда вот много таких некачественных писателей? А это не важно. То есть всегда есть, как жемчуг в навозе всегда найдется. Поэтому не важно, кто что пишет. То есть хорошая литература, она где-то есть. Рано или поздно она дойдет до своего адресата. Вот. А что там пишет конкретно Быков, ну, это его личное дело. Вот. Слушайте, ну, а вот нужны ли в наше время, да, вот сейчас как раз говорили, да, про интернет-писателей, про эпоху социальных сетей, то есть нужны ли в наше вот время вот такой экспертный совет, как вот как раз-таки критики, да, литературные, да, многоуважаемые, старые литературные журналы, вот эти люди, на которых, вот эти академики, да, которые чтят традиции, на которых мы все когда-то ориентировались, но сейчас имеют ли они вес, во-первых, да, и стоит ли сохранять эту традицию? Ну да, тут возникает вопрос, да, который Чацкий задавал, а судьи кто? То есть в советское время там были настоящие мастодонты, там были мастера, да, люди, которые делали качественную литературу, качественные тексты. Это были, ну, учителя, по сути. Они могли судить, к ним было интересно прислушиваться, их мнение, оно имело вес. А сейчас я не назову ни одного человека, который вот реально был бы, чье слово вызывало бы уважение, по большому счету. Именно по тому же вот гамбургскому счету, да. Поэтому, разумеется, эти вот институты литературных, скажем так, мэтров и так далее, это все по-своему важно, но нет потенциала в России для этого, на мой взгляд. То есть нет потенциала? Ну, есть какие-то критики. Самая читающая страна когда-то, и вдруг у нас нет потенциала. Ну, когда-то самая читающая страна, и то не факт. Где все эти миллионные тиражи? Да, я видел квартиры, где стоят вот эти собрания сочинений какого-нибудь условного Джека Лондона, которые там выходили по 2,5 миллиона, по 3 миллиона тиражами. Они свеженькие, их открываешь, там все хрустит, трещит, их никто не читал. Да, и большинство этих книг из этих гигантских тиражей, я думаю, ну не большинство, но я думаю, половина, она никогда не открывалась. Вот. Поэтому возможно, что самая читающая страна – это миф советский. Сейчас вот читают, у нас тоже вот такая появилась мода на чтение, мода на писательство и мода на чтение. Вместе с ней, видимо, пришла, да, особняком. То есть люди стали, ну, вот эти книжные клубы появляются, фестивали какие-то книжные, да, ну, как-то раньше меньше этого было, как будто бы, ну, мне так кажется, вот по ощущениям, да, как-то вот популяризируются вот книжные магазины, люди стараются покупать именно вот бумажную книгу, да, вот это вот прикосновение к бумаге и так далее. То есть вы думаете, это очередной такой виток, волна, да, или все-таки действительно люди стали вот склоняться к тому, что вот нужно читать? Ну, мне сложно судить. Я не вижу, что люди особенно стали много читать. Во-первых, читают меньше художественной литературы. Сейчас как-то прикладная больше пользуется популярным, да.
У любой девушки всегда там вот где-то в квартире лежит какая-нибудь книжка по психологии, скажем. Другой вопрос, что она в нее, может быть, заглядывает там раз в месяц, прочитает один абзац, потом откладывает. Вот. То есть литература, я думаю, она по большому счету уходит. У литературы мало читателей, их становится все меньше и меньше. Это такая уже ниша для избранных. Вот. А литература прикладная, допустим, да, или какого-то такого культурологического характера, то есть какое-нибудь абсолютно бессмысленное, но интересное знание, например, история там советских спичечных фабрик, это вот пользуется популярностью, это интересно. Это люди покупают, это читают, это увлекает. Вот. А что касается, опять же, самой читающей страны в мире, я думаю, что объемы текста, которые человек ежедневно потребляет, так сказать, они остались примерно такими же, как в Советском Союзе были. Просто качество и форма этого текста изменилось. Если в Советском Союзе читали, допустим, романы, какие-нибудь газеты эти унылые, да, то сейчас это все мессенджеры, какие-нибудь каналы в Телеграме. Ну, я сейчас, когда про чтение говорю, я, конечно, имею в виду что-то достойное, не мессенджеры и не интернет-издания. Это не важно, потому что у человека есть, я думаю, какой-то объем текста, который он в состоянии восприять в течение дня, да, когда мозг не устает. И вот эти мессенджеры, они просто этот лимит, они исчерпывают. Да? То есть, условно, человек прочитал там 2000 знаков, именно вот в этих вот соцсетях там или еще где-то, и все, и уже на книгу просто не остается ресурсов. Вот. Ну вот как вы думаете, что сейчас является основной темой пишущих? Вы все-таки с писателями работаете, как издатель в том числе, сами пишете еще, да? То есть что популярно сейчас? Жанр, форма, да, стиль какой-то, может быть. Вообще я заметила, что вот писатели обращаются к часто советской тематике сейчас. Я не знаю, почему, что-то вот, ну, может быть, время, да, вот какие-то вот политические события нас склоняют к тому, чтобы обращаться к прошлому. Но это вообще такая достаточно ходовая тема. Я думаю, вот что им нечего писать, что ли? То есть есть же все-таки какие-то актуализированные темы. Современная российская литература должна писать о современных реалиях, нет? Ну, литература вообще никому ничего не должна. Да-да, мы поняли. Вот. Да, она как бы сама по себе. А что касается советской тематики, ну, мне сложно, так сказать, это подтвердить, да, потому что я говорю, современную литературу предпочитаю не читать. Но если это так, могу предположить, что это какие-нибудь авторы, условно говоря, 40+, которые вспоминают свое вот советское детство на излете вот этого всего безобразия, ностальгируют и просто воспроизводят свой опыт. То есть какая-то у них там, может быть, это терапия. Как вот, например, Роберт Гараев, да, который написал книгу про казанский феномен, про гопников. Это же для него личная же терапия была, вот эта книга. Да, свой собственный опыт пережить и так далее. И я думаю, что те авторы, которые пишут книги про советское время, они примерно тем же самым занимаются. Да, то есть они или пытаются какой-то негативный опыт изжить, прожить, переработать, или просто воспроизвести какой-то опыт позитивный. Ностальгия, допустим, не нравится им наша реальность современная. А там все прекрасно было. Эскимо по 20 копеек. Что там еще пишут в комментариях? Какой был чудный мир, да, в Советском Союзе. Все равны. Все равно, ну да. Про это не пишут, но пишут про прекрасное детство, там, как они допоздна гуляли и прочая чушь. Прыгали с гаражей? Да, спрыгали с гаражей. Не, ну прыгать с гаражей надо, полезно. Воспитывает. Слушайте, ну это не только авторы 40+, по-моему, пишут. А какие по-моему, еще авторы? Помоложе есть. Ну, они уже фантазируют. Это уже, они уже ничего об этом не знают. Да, то есть поговорить там с молодежью о Советском Союзе, они не имеют, по большому счету, никакого представления, что это такое было, как там было, вот, о чем это. Ну, тоже все это уже какое-то такое фэнтези, скорее всего. Слушайте, ну вот казанский феномен, да, о котором вот я вас уже спрашивала за кулисами. Казанский феномен, можно ли вообще о нем говорить, о казанском феномене, да, литературном? Ну вот у нас, да, литературном, не уличном. Да, литературном, исключительно. Поэтому, ну вот в последнее время, да, появились все-таки какие-то авторы наши татарстанские, которые как-то стали заметны. Вот Гузель Яхина, да, например. Я
Поняла, что она вам не нравится. Не очень нравится, но я предпочитаю на этот счет публично не высказываться. Вот, поэтому, наверное, Гузель Яхину мы как бы оставим. Не хотите? И пожелаем им творческих успехов. Но сама тема, которая ей была затронута в этом романе, да, который так стал популярен, интересна вам? И вообще вы считаете это удачное? Это зависит от того, в целом антисоветский дискурс, да, он мне интересен, я его поддерживаю. Но вопрос, к этому можно по-разному подходить. Да, и вот то, как это Гузель Яхина конкретно сделала, это мне не очень симпатично, не очень импонирует. Вот. А в целом, ну, да, Советский Союз, я считаю, это провальный эксперимент, этого вообще не должно было быть, по большому счету. И большевистский переворот, вот этот, который произошел в октябре, да, это событие, которое просто уничтожило все. Да. Ну, это ладно, это общие слова, все так говорят. Ну, то есть, хорошо, оставим Яхину в покое. Да. В принципе, татарстанские авторы тоже, я так понимаю, вам не симпатичны. Ну, почему не симпатичны? Я просто мало кого знаю, но мне очень нравится Адель Хаиров, например, как он пишет. Вот прекрасный писатель, на мой взгляд, вот, из местных авторов. Но я не особо в это углубляюсь. То есть у меня и времени не так много, чтобы вот заниматься этим. То есть современная российская литература не внушает вам доверия, вы с ней решили не особо знакомиться. Я правильно понимаю? Я много пытался читать, да, то есть часто бывало такое, ты видишь там интересное название, да, открываешь книгу и понимаешь, что это не стоит читать, да, или... А как вы так понимаете вот сразу, так сходу? Ну, это, выражаясь простым языком, или заходит, или не заходит. А иногда это объективно видно, стиль плохой, там, я не знаю, огрехи какие-то стилистические и так далее. Это просто утомляет такое чтение. Ну вот я тут вам предоставила, да, топ-10 книг, которые часто берут в Национальной библиотеке. У них такой вот рейтинг был. Смотрите, да. К слову о том, что сейчас у нас читают, ну, молодежь, не молодежь, ну, наши люди, да? Ну да, достаточно. Вот. Ага. Ну, рейтинг такой, и меня удивило, что здесь все-таки есть классика, и начинается она с Булгакова, да, заканчивается Зощенко. Вот как прокомментируете, как вы думаете, вот, ну, куда смещены ориентиры? Ну, какой-то достаточно рандомный список, который, в общем, ни о чем не говорит. Вот на любом месте мог быть кто угодно. Да. На первом месте Булгаков стоит, «Собачье сердце». Ну, окей, странно, что не «Мастер Маргарита». Кто-то у нас классика: Булгаков, Шолохов, Андреев, Зощенко. 4 человека из 6, из 10. Остальные 6, ну, Дина Рубина, окей, Рене Абгарян, окей. Все остальное мне вообще ни о чем не говорит. То есть я думаю, Булгаков со своим «Собачьим сердцем», его, допустим, в этой библиотеке взяли человек 5, и остальные книги по одному экземпляру. Вот я думаю, это примерно так составлялось. То есть это не достоверная информация? Это какие-то очень странные книги, которые ничего не представляют, по большому счету. Вот кроме Булгакова, наверное, и даже Шолохов, «Судьба человека». Ну, люди интересуются, я смотрю, какой-то... Ну, это такая школьная литература в какой-то степени, да? И ну, Шолохова тогда возвращают... «Тихий дон» все-таки лучше, чем «Судьбу человека», мне кажется. Он как-то помощнее будет. Сегодня вот еще такой вопрос, да, многие смотрят сериалы. Это вообще такая сериальная эпоха у нас в России. В какой-то степени это, может быть, даже вымещает эпический роман, да, люди смотрят, и интереснее больше даже смотреть, чем, как вы думаете, да, вот, как относитесь вообще? Может ли выместить, скажем так, кино, сериал, чтение? Или выместил уже, наверное, в какой-то степени? По большому счету, именно сериалы, они не кино, а именно сериалы, они чтение заместили, да. То есть то, что раньше были всякие толстые романы, типа какого-нибудь «Мельмота Скитальца» или там «Дон Кихота», то, что читали условными долгими зимними вечерами. Сейчас на этом месте действительно сериалы. Вот. Это абсолютно точный эквивалент вот этих толстых романов больших. Ну, у нас осталось практически минута буквально, да.
И я поняла, что вы не можете посоветовать, что нам почитать, но все-таки, да, каких авторов, да, все-таки, может быть, не современных, может быть, уже не современных, да, вы посоветуете сегодня к прочтению, может быть, какие-то молодые люди, которые смотрят нас, они пойдут сейчас в библиотеку? Ну не знаю, да, из тех, кто мало известен, ну, наверное, Леонид Добычин, рассказы я бы посоветовал. Из старых Петр Бабарыкин, бытописатель, забытый, к сожалению, совершенно. Владимир Даль, рассказы. Константин Вагинов, ну, это не для всех, это 20-30-е годы проза. Хороший очень роман Борис Житков написал, Виктор Вавич, тоже мало кто его знает, мало кто читал, но это действительно очень один из лучших текстов, я считаю, русской литературы. Спасибо. Читайте книги, дорогие друзья. Спасибо, что вы пришли сегодня к нам. Спасибо телезрителям, что были с нами. И до свидания. До свидания.